Добрый день, дорогие друзья! У нас случилось ЧП в парке Северных Волков. Как вы знаете, позавчера Вегу прооперировали. У нее выпал щенок. Ну и пазуху. Ну да, так можно сказать. И у меня срочный был вылет, срочная встреча в Москву. Я улетел. И Вега все раздолбала. Бытовки. Бытовки, да. Мне позвонил Рамзан, я сказал ее пересадить в вольер. И в случае обстоятельств, так как она нанесла урон еще года 2 назад или год Кубе, у нее вот эта рана до сих пор зажить не может, и сейчас тоже она раздерлась очень сильно, буквально вот за этот день. И вы как видите, хвоста нет. Вся история можете посмотреть на Arctic Парке, перейти, будет ссылка в описании, я репост еще сделал в сообществе, поэтому там прям это видео можете посмотреть, как что случилось, там подробно рассказывают. Спасибо огромное Денису, который среагировал на просьбу Рамзана и приехал и помог. В общем, спасибо, Денис, тебе огромное, что выручил всей семье, в общем, твоей здоровья. И решила, когда Вегас ослабла после операции, Куба это почувствовала. Ну и решила моментом воспользоваться. Вот и все. Также у нас сейчас тайга бушует. Раздерла себе Куба ранку свою из-за того, что постоянно сует в отверстие свою мордочку. Видишь, в туалет хочет следить. В общем, сует свою мордочку, из-за этого опять очень сильно. Звонил Арам, подписчик, тоже спасибо огромное. Обязательно купим то средство, чудо-средство, которое лечит все. И я просто не успел, вот только с самолета сразу сюда приехал и ничего не успел. Хвост подняла. Да, все сделал. Видите, какой хвостик теперь у нее. Ну теперь все, не засунется никуда он. У нее что там висит? Это нитка, кстати. Это... Не, я сзади, я подумал, это что-то там, а это ткань это. Да, Поэтому Денис молодец, только он пришел на помощь без всяких там отказов, сказал, то что все без проблем, подъеду. Так, И в течение пойдем. 20 минут он уже тут был. Да, у него просто большая машина была, и можно было загрузить, потому что она вся в крови, чтобы не запачкать машину. Вот в эту Так штуку он сказал, да можешь и так ложить, Да какая не, разница, не, запачкает. Так, да я такой, да не, возьмите. Денис Не, как сказал. запачкать, там химчистка будет, но и то, возможно, не поможет, это ж кровь, она не Ну, отмывается. тогда уже было то, что ну так было невозможно смотреть, Да, когда она посмотрите садилась на Arctic Park, на да. хвост этот. В общем, бывают такие ситуации, вроде бы все предусмотрели, но эти щели теперь надо будет забивать деревянными или железными, или деревянными досками и обрабатывать эту доску, чтобы никак туда не попал ни лапа, ни хвост, и рассаживать. Видите, с вольерами как подставили, они уже должны были готовы, 2 вольера быть, а они до сих пор не готовы. И Смотрите, трубки смотрите. не берут. Посмотри на эту и на нее, и посмотрите, как они готовы. Кубань, как Луя, взять тебе нельзя, нельзя. Бедная, Только настрадалась попробуй. наша. Нельзя, сказал. Нельзя. Я вам дам всем. У меня получится. Ну, смотрите, блоки везде заставлены. Здесь и там. Да, Рамзан вчера здесь. У меня еще, короче, встреча, я на встрече. Рамзан звонит, короче, целое это было. Яралаш. Да, до 4 ночи не спали. Вон, смотри, они не откроют ли эту, блин? Нет, Я думаю, вот это... же она на этом. Ну, мало ли. Не, Я уже не удивлюсь, то, что она это выломает Подожди, нафиг. а тут что за... Нельзя! Нет, здесь не откроет. Взять тебе Куба, смотрите, что с мордой сделался. Он и лапу тоже повредила. Он кровь Капец. тоже. Это с тайгой они уже пособачились. Но здесь все опять закрыли. Ну что, девчата, вы беременные, у вас пылает. Нельзя, Куба. Пылает у них. Вот еле тайгу сейчас. Ругал. До нее не достучишься. Пока жестко, вон она к щенкам убежала. Что? Ой, да. Что поделать? Куба, вот как так? Ты что же, наверное, беременна? Ну, Но щас- она добрая, она добрая. Да, ну между собой, видишь, какие бандиты. Убийцы. Она настоящая кабанятница, ты посмотри. на неё. Это чисто бойцовский экземпляр.
Ой, блин, капец. Вот так вот. Вот Тут чтобы еще- вот сделать не то, что валенды, западносибирские лайки. Очень сильная тоже собака, западносибирская лайка, вот тайга. Ну, именно этих кровей точно. И видите, какие тоже раны оставляет. Их надо очень сильно предостерегать. А вы говорите, что они вместе не сидят? Ну, глупые вопросы всякие бывают, задают кто новички. Ничего страшного. И как бы их нельзя вообще вместе садить ни с кем. Они убьют друг Они друга. просто до конца, кто кого задушит, и все. Кто первый убьет кого. Что мало случаев, вон, ну, я не буду говорить заводчиков, но я знаю лично, что вот у одного заводчика известного, вот, Валенк убил 3 лаек, задушил наглухо. Поэтому, или 3, или 2, я не помню. Еще у одного заводчика друг друга, вот Валенды, 2 кобеля, один другого задушил насмерть. Поэтому здесь такое очень опасно, их надо рассаживать. Что ты там лаешь? Даже не то, что валенды, лайки то же самое. У нас вон сколько кобели дрались так, насмерть, просто насмерть. Как их только отец там не воспитывал, не разнимал. Тоже есть такое, что насмерть дерутся, наглухо забивают друг друга. Вон. Это далеко не бойцовские собаки. Но это зверовые собаки. Ими не надо быть бойцами, они и так наглухо. Да, Звери, конечно. они очень чужим собакам тоже. Между собой лидерство тоже вот. Смотри, стоит. Что ты стоишь? Такая Ничего, она хорошая голубая тебе все-таки. тоже пойдет на пользу день-два. Организм прочистишь, щенками ничего не станет. Чтобы быстрее заживал в организме. Швы эти все. Смотри, стоят. Ой, какая, смотри, какая самая огромная. Ну, Так ладно, её вот жалко такой вообще. инцидент, да, дорогие друзья, произошел. Жалко очень. Но Ну, смотрите, Акела с Фурией совсем рядом лежат. ничего. Вон щенки. Самая крупная все-таки. Это у нас. Так, это сейчас. Вот девочка одна. О, рычит уже. Вот она самая крупная. Вот она. Девчушка. Представляете, вон она какая. Вон она. Без прибылых, кстати, была. Вон я их не отрезал. Вот она. Крупничок. Потом вот это вот. Так у нас мальчик тоже крупненький такой. Вот это бутузик, которого мы себе, скорее всего, оставим. Посмотрите на него. Вот он тоже такой весь хорошенький. Здоровенький. Вот тайга подошла. Что, тайга? Иди, кушай. Что? Вот это вот тоже здоровый. Кто это у нас? А, это вот она и есть девочка. Это она вообще крупная. Просто вот посмотрите, как она отличается от всех. Так, это у нас палевый, типа светлый. Это не... Вот это темненький он. Шестипалый. Вот они. Пальцы эти у него, кстати, ну-ка. Потемнели. Вот они. Все есть тайга. Все, не переживай. Всех посчитала, ушла. Вот он, мордочка. Ты чё, мелкий? Морда. Вот они самые. Вот их даже видно. Ну так, конечно, на камеру не передать, но вот это
Самая крупная это девочка. И вот этот мальчик самый крупный. Вот, возможно, и девочку себе оставим. Вот эту вот девочку и мальчика. Потому что она, смотрю, слишком крупная растет. Если она так дальше продолжать будет расти больше всех, то ее и оставим себе. Ну и мальчика обязательно.